Чтобы громкие торжества не обернулись трагедией, все должно быть в рамках закона. Невесту можно сопровождать шумно и весело, но при этом не угрожая жизни как своей, так и окружающих. Автолюбители сами становятся провокаторами введения каких-либо дополнительных ограничений. Их отсутствие зависит лишь от того, научатся ли участники свадебных процессов веселиться правильно или нет. Приехать за невестой шумно, весело и громко можно, не нарушая правила дорожного движения. Важно помнить, что дома ждут новоявленную невесту и всех участников кортежа, а не искореженный металл и горькое послевкусие. В минувшее воскресенье как таковых нарушений хоть и не выявлено, но ситуация, по мнению водителей, не поменялась. А вот сотрудники ГИБДД хоть и с осторожностью говорят, обстановка с кортежами потихоньку начинает нормализовываться в лучшую сторону. Но надолго ли? Конечно же, мы видим улучшение со стороны населения. Они воспринимают правильную информацию, соблюдают правила дорожного движения, соблюдают все те правила, которые были установлены старейшинами. Но, к сожалению, есть моменты, где эти правила не соблюдаются. По этим нарушениям проводится соответствующая работа, выносится административное наказание. Также со стороны старейшин выносятся те наказания, которые были условия выставлены заранее. Официально в свадебном кортеже старейшины разрешают участвовать только 4 машинам. Многие к таким требованиям прислушались, хотя в большинстве случаев к кортежу примыкают посторонние автолюбители, а за всеми и не уследить. За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 4 аварии. 1 человек погиб и 5 доставлено в больницу. Причем ДТП со смертельным исходом произошло после наезда на пешехода. Эти случаи в республике стали нередкими. هي التالي تصويرنا بعد هذا تلو خصوصا بتمشي تفرج تضوق أنت تيار مشين ما أدري كان بدون ضياع تدير إيه جالسة زي الوقت. К нарушителям будут применяться самые жесткие меры, проверка по всем статьям закона. Утренний рейд ГИБДД теперь для жителей самое обычное явление. Инспекторы штрафуют всех нарушителей подряд, чтобы как-то призвать к ответственности. Послужной список нарушений за подложные номера, отсутствие прав и тонировка. Хотелось бы обратиться к жителям республики. Все равно мы придем к тому моменту, когда на территории Ингушетии не будет тонированного транспорта, поэтому рекомендую самим снять тонировку со своих автомашин и ждать, когда вас привлекут к административной ответственности. Однако многие жители возмущаются, почему рейды проводятся в час пик, когда люди торопятся на работу, а массовые проверки создают дорожный коллапс. Этот вопрос мы адресовали начальнику управления ГИБДД МВД по Ингушетии. Для того, чтобы максимально выявить из транспортного потока нарушителей, приходится действовать таким образом. Пробки, в принципе, не останавливают трафик движения, так называемые пробки, хотя в соответствии, скажем так, с нормативно-правовым это называется транспортный затор. В любом случае еще не было ни одного случая, чтобы кто-то опоздал на работу, а то, что граждане приедут на работу уже без пленки и, скажем так, с чувством выполненного долга, что они теперь законопослушны, должно, наоборот, мотивировать их на хороший день и поднять настроение. Таким образом, на работу стоит выезжать за час, а то и раньше. Массовые рейды по Ингушетии будут проводить чуть ли не каждый день с особым уклоном на воскресенье, когда на дорогах начинается свадебный беспредел. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.